Воскресший дух нации. Узбекали Жанибеков хотел воссоздать натуральный казахский аул. Нечто подобное он видел в одной из поездок. В центре Киева был установлен хутор с самыми настоящими украинскими хатами. Но для воплощения этой идеи в жизнь требовалось немалые затраты. Он мечтал создать большой театр казахских национальных традиций, организовать театр, в котором показать свое искусство мог бы каждый этнос народа Казахстана. У него было много идей, на реализацию которой не хватило времени. 28 августа 2021 года Узбекали Жанибекову исполнилось бы 90 лет. При нем были открыты архитектурно-художественный музей в мавзолее Ходжи Ахмета Ясауи в Туркестане и в Жаркентской мечети. Передано под охрану государства огромное количество архитектурных памятников. Он был щепетилен во всем, не разрешал что-то садить или строить перед зданием мавзолея Ахмета Ясауи, потому что в этом месте много древних захоронений. Он вернул знаменитый тайгазан из самого Эрмитажа. Старинный котел, изготовленный из сплавов 7 металлов, считался святыней мусульман. Вода, налитая в необычный котел, становилась целебной. При Сталине тайгазан увезли в Ленинград, и вернуть его казалось делом невозможным. Спустя 54 года, будучи министром культуры, Узбекали Жанибеков сумел вернуть историческую ценность на родину. Говорят, в Казани просто валялся мусор. Ради того, чтобы вытащить из Ленинградского музея массивный экспонат весом 2 тонны, даже пришлось разобрать одну из стен экспозиционного зала. Для Узбекали не было преград, когда речь шла о культуре родной страны. В Казахстане при нем было создано 3 историко-культурных заповедника-музея на базе памятников древнего Атрара, Тараза, Устюрта. Узбекали Жанибеков сделал очень много для возвращения народу теплого весеннего праздника Наурыз. В годы советской власти древний праздник был искоренен из народной жизни. Возрожденный Наурыз в Казахстане отпраздновали в 1988 году, а весной 1991 года по указу президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева он получил официальный статус. Главный весенний праздник шествовал по Алматы с театрализованным представлением на Старой площади с угощением, кумысом и баурсаками, спортивными соревнованиями. Тогда благодаря Узбекали Жанибекову в общественном сознании стали происходить перемены. Люди обратились к своему прошлому, к возрождению национальных традиций. Для создания фольклорно-танцевального ансамбля «Алтынай» Узбекали Жанибеков пригласил известного московского специалиста Ольгу Всеволодскую Галушкевич. Вместе с ней он копался в архивах, объездил казахские аулы, в которых они разыскали аксакалов и бабушек, сумевших воспроизвести забытые национальные танцы. Так были восстановлены древние мужские танцы, о существовании которых не подозревали даже отечественные искусствоведы. Боль за культуру родного народа, его язык, обычаи и традиции не давала Узбекали Жанибекову покоя. В начале 90-х годов он возглавил общество по сохранению историко-культурного наследия «Аркас», занимался вопросами восстановления памятников культуры, изданием научно-популярной литературы. Среди его научных интересов были проблемы традиционного искусства казахов, народный промысел, музыкально-песенное творчество, ювелирные украшения, национальный костюм. По этому направлению он подготовил кандидатскую диссертацию, которую с успехом защитил в Новосибирске. При исследовании устного музыкального творчества казахов им была выдвинута гипотеза о присутствии в айтысах плясового соревнования. Узбекали Жанибеков собственноручно разработал эскизы национальных костюмов. Для этого человека понятие «семья» включало не только своих кровных родственников, но и всех, с кем он работал, общался. Когда он работал учителем, то переживал за каждого ребенка, как он живет, во что одевается, чем питается, за все переживал, вспоминает супруга. Старался, чтобы у всех была хорошая успеваемость. Он всего себя отдавал работе.
Узбекали Жанибеков – автор многих книг, составитель сборников. За короткое время в свет вышла серия историко-познавательных произведений «Эхо. Культура казахского ремесла», «По следам легенды о Золотой Домбре», «Караван времени» и другие. Он преследовал благородную миссию восстановления утраченных элементов народного искусства. С этой целью выпустил альбом «Казахский костюм. Мангишлакские узоры», в которых опубликовал все имеющиеся разновидности казахского костюма, в том числе хранящиеся в фондах музеев городов Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Оренбурга. Во всех своих поездках по Казахстану Жанибеков расспрашивал людей старшего поколения об обычаях казахского народа, какую одежду шили, какие узоры носили, какие юрты ставили и многое другое. При всей своей загруженности он умудрялся вести научные исследования в области казахской этнографии, перелопачивать целые тома исторических исследований. При непосредственном участии Узбекали Жанибекова в республике происходил процесс реабилитации репрессированных в свое время выдающиеся деятелей казахской литературы и искусства Ахмета Байтурсынова, Макжан Жумабаева, Шакарима Кудайбердиева и других. Будучим депутатом Верховного Совета, Узбекали Жанибеков участвовал в разработке закона о языках, стал автором концепции государственной программы развития языков. В 1989 году патриоты приложили немало усилий, чтобы казахский язык сделать государственным. Узбекали Жанибеков всей душой желал того, чтобы казахский язык приобрел статус государственного. Узбекали Жанибеков можно назвать пионером возрождения отечественной культуры. Он был инициатором реставрации исследований, изучения казахской истории, культуры, архитектуры, памятников археологии и палеонтологии. Врожденная любознательность, бережное отношение к своим истокам, умение найти тонкий подход и вступать в диалог с аксакалами в аулах позволили ему обнаружить уникальную информацию об удивительных сооружениях прошлого, чудом сохранившихся раритетах. Узбекали Жанибеков проделал огромную работу на юге страны. Он содействовал открытию в Алматинской области мавзолеев Жамбыла и Суюмбаева, музея Акына Умбетали, фольклорно-этнографического ансамбля Адырна и ансамбля народного танца Алтынай. Он оказал покровительство театрам города Алматы и Алматинской области, корейскому, немецкому драматическим театрам и другим, а музей народных музыкальных инструментов в Алматы до сих пор славится по всей республике. Не будь Узбекали Жанибекова, возможно, не было бы и прославивших Казахстан на весь мир музыкантов Айман Мусаходжаевой, Гаухар Мурзабековой, Аиды Аюповой, потому что именно с его подачи в середине 90-х годов в республике впервые была создана коллекция струнных смычков инструментов. Подобные были только в Москве и Киеве. Тогда при поддержке руководства республики в течение полугода были закуплены дорогие уникальные смычки-скрипки работы 19 века из Италии, Австрии, в том числе работы Страдивари, а также знаменитая виолончель соната Серафима. Благодаря этой коллекции своим талантом наши музыканты смогли завоевать призовые места на престижных музыкальных конкурсах. Народ оценил по достоинству его заслуги перед Родиной. Его именем названы улицы столицы и Алматы. На доме по улице Мауленова, где он жил последние годы, установлена мемориальная доска. Узбекали Жанибеков был не только ведущим ученым, политиком и государственным чиновником. Хотя он пропадал на горячо любимой работе круглые сутки, не менее трепетно он относился и к домашнему очагу. Узбекали Жанибеков являлся главной образцовой и дружной семьей, преданным супругом, заботливым отцом и любящим дедушкой. Сейчас у него растут внуки и правнуки, а выросшие дети сумели оправдать надежды выдающегося отца. Еще при жизни в 1996 году Узбекали Жанибеков, откликнувшись на просьбу отдела личных фондов и исторических документальных коллекций Центрального государственного архива Республики Казахстан, сдал туда на государственное хранение свой личный архив. Теперь его потомки, исследователи,
все заинтересованные лица имеют возможность прикоснуться к истории, высвеченной через призму опыта отдельной личности. В одной из поездок в центре Киева Узбекали Жанибеков увидел хутор с самыми настоящими украинскими хатами. Подобно ему он хотел воссоздать натуральный казахский аул, но воплощение этой идеи в жизнь требовалось немалые затраты. Он мечтал создать большой театр казахских национальных традиций, организовать театр, в котором показать свое искусство мог каждый этнос народа Казахстана. У него было много идей, на реализацию которых не хватило времени. Уже выйдя на пенсию, Узбекали Жанибеков говорил о необходимости национальной идеи, которая бы стала объединяющей не только для казахского, а для всех народов Казахстана. Он умер всего в 66 лет. Даже в отведенное ему судьбой время Узбекали Жанибеков сумел оставить свой неповторимый след в истории и культуре казахского народа.